Так подряд несколько квартир. Сотрудники администрации стучатся, но дверь никто не открывает. По улице Саида Чехкиева в Магасе проживают более 20 семей. По словам представителей местной администрации, многие квартиры не оформлены должным образом. Причины у каждого разные. Кто-то не желает платить налоги, а кто-то просто не знает, как зарегистрировать собственность. Так и Фасима Бекова переехала в Магас со своей семьей не так давно. Женщина с радостью взялась бы за процесс регистрации, если бы знала, с чего начать. Для того, чтобы сегодня, в данном случае, оформить свою квартиру, вам необходимо сначала, в первую очередь, обратиться к подрядной организации, которая строила многоквартирный жилой дом, получить от него договор долевого участия. Да. Вот этот документ является правоустанавливающим документом, чтобы мы могли оформить свою в общем, с этого я должна начать, а уже дальше мне ваши специалисты помогут. Сотрудники администрации каждому квартиранту подробно объясняют, как и каким образом действовать для оформления жилья. Следующий адрес – улица Нальгиева. Здесь многие семьи проживают более 10 лет. Марета Балаева в их числе. Женщина признается, об оформлении квартиры не особо думала. Теперь же понимает, насколько это серьезно, и времени терять не намерена. Вы должны, как житель города, у нас в городе есть администрация, в первую очередь подойти туда, если вам интересно оформление помещения. Оформление помещения связано с многими вещами сегодня. Теперь я знаю, как что делать, куда идти, знаю. Представители администрации объясняют, законное владение квартирой или домом дает больше прав. Помимо услуг ЖКХ, собственники могут продавать, дарить, сделать перепланировку недвижимости или же улучшить жилищные условия и зарегистрироваться по месту проживания. Мадина Евлоева – одна из тех, кто еще год назад оформила свое имущество. Вовремя оформить свои частные квартиры – это очень полезно именно для хозяев. Можно сдать в аренду, различные справки можно получить. Советую всем вовремя оформлять свои квартиры. Оформление права собственности не займет много времени. Нужно собрать пакет документов и обратиться в компетентный орган, чтобы получить свидетельство. Очень важный вопрос, потому что многие квартиры на территории города официально не оформлены. Отсюда возникает ряд вопросов. Электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения. Возникают вопросы, когда подтапливают соседи, там протекает, например, вода, не можем найти собственника, тогда приходится вызывать уже специальные службы, МВД, МЧС, вскрывать квартиры, то есть и ремонтировать неисправное оборудование. Во избежание вот таких вот проблем мы, сотрудники мэрии города Магас, обращаемся к жителям города с просьбой своевременно регистрировать право собственности. Если есть какие-то непонятные вопросы, мы всегда сможем дать разъяснение, помочь. Отказ от оформления прав на жилье не только лишает возможности распоряжаться, но и влечет более неприятные последствия. Это непосредственно, опять-таки, большой риск для самих владельцев, потому что в случае какого-то ЧС, например, завтра возместить этому человеку какой-то ущерб уже будет невозможно. Возможно, но опять-таки займет определенный этап. Многие жители Магаса арендуют квартиры и не владеют информацией о регистрации имущества. Таких жителей сотрудники администрации просят перед заключением договора обговорить с хозяином, оформлена ли квартира или нет, ведь от этого зависит оплата коммунальных услуг. Тех людей, которые снимают квартиры в городе Магас, я бы попросил сделать следующее. У своего арендодателя в первую очередь, опять-таки, нужно поинтересоваться, зарегистрирована ли квартира, есть ли соответствующие договора с энергоснабжающими организациями. Если всего этого нету, соответственно, я так понимаю, наверное, у этого арендодателя не стоит и жилье брать, и опять-таки самим платить за эти коммунальные услуги, это будет тоже неправильно.
Мероприятие проводится по поручению главы республики Махмуда Али Калиматова. Такие рейды сотрудники мэрии организовывают на регулярной основе с целью побудить жителей узаконить свое имущество. Для того, чтобы зарегистрировать право собственности на недвижимость, необходимо подать документы в Росреестр. Это можно сделать лично в территориальном отделении, через МФЦ или онлайн с помощью личного кабинета на сайте Росреестра. Малика Измайлова, Султан Ногушков. Новости 24.